будьте до конца, Бог что-то для вас приготовил, Он что-то имеет для вас. Однозначно, 100% Он имеет для вас. Вы не зря находитесь здесь сегодня. Здесь Бог будет говорить вам в начале собрания, в конце собрания. Будет говорить ваше сердце, пусть ваше сердце будет открыто. Каждое сердце будет открыто. Аллилуйя. Знаете, что весь мир, он лежит в грехе, да, и вот это как бонус я хотел бы прибавить из-за этого, вот, ну, как бы, что Бог, Он как бы прямо на собрании говорит, и Он хочет, ну, что-то маленько поменять, чтобы у нас не было так, 3 прихлопа, 2 притопа, и все, и Он хочет как-то нас вести. Вот. Знаете, весь мир, он лежит в грехе, весь мир. И Писание говорит об этом. Римлянам 3 глава, если мы откроем, да, там нету, это просто не открывайте, там нет этого. Римлянам 3 глава говорит с 9 стиха по 12. Итак, что же имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, все, весь мир лежит в грехе. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного, негодны, все до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Вот мы если смотрим на этот мир, да, с этим миром что-то вот не так с этим миром. Если мы смотрим на этот мир, что Бог, что люди, они отделены от Бога. Они отделены от Бога. Вот можете 4 человека выйти, пожалуйста. Вы знаете, да, сейчас вот подождите еще немного. Вы знаете, что вначале Бог сотворил нас по образу и подобию человека, по образу и подобию. И человек ходил с Богом вот так рядом, они ходили, разговаривали в прохладе дня в раю, они разговаривали, общались с Богом. Было чудесное общение в этом месте. И знаете, грех пришел в этот мир через Адама и Еву. Через непослушание. Они не послушались, и грех вошел в весь мир, ко всем людям. И поэтому Бог, видя это, Он решил, у Него появился план. Какой план? План спасения людей. Если вот мы просто посмотрим, даже посмотреть на муравьев, и если вы видите, они идут в рот к муравьеду, то как их спасти? Нам нужно превратиться в муравья, чтобы спасти, чтобы донести до них. И также Бог, у Него есть план. И у Него был закон, вот этот закон, который был путеводитель ко Христу. Через эти заповеди, через этот закон Он хотел привести ко Христу. И Иисус, Он что сделал для нас? Его Божья любовь, Отец Небесный, Он увидел. Можно 4 человека увидеть. Сава там, Иван, пожалуйста, выйдите сюда. И еще 2 человека можно. Давай, Дима и... Вот двое держите, да, более высокие держите. Так, с 2 сторон. Да, вот так. Вот так держите. Вот. И вот повыше, повыше. Так, кто-то там стойте, там Володя стоит, здесь ты, Иван, стоит. Знаете, вот вы видите, что там Бог, здесь человек. И через этот грех пришла эта стена. Они ходили в раю, вместе общались, потом грех пошел, как метеор влетел с хвостом, огромно на этом хвосте все, что только не сидит. И убийство, и воровство, и ненависть, и непрощение, и злоба, и все, и коррупция, все на этом хвосте. И образовалась стена.
между Богом и человеком образовалась стена. И поэтому, чтобы как-то достучаться до этих людей, у Бога созрел план. И что Он сделал? Он послал Сына Своего, Иисуса Христа. Иисус Христос, Он родился человеком, потому что, как я вам сказал, чтобы к муравьям послать, что они идут в рот муравьеду, нужно муравья превратиться. И также Он с неба, увидев, что все люди, они идут в ад, то Он родил Сына, Иисуса Христа, через Марию, Духом Святым, Отец непорочного, потому что, чтобы очистить, осветить, должен был быть непорочный, как в Ветхом Завете, непорочный ангел. И когда Иисус Христос пришел и умер за грехи нас всех, Он умер на кресте, Он страдал на кресте, мы сегодня будем делать еще вечерю, вот значение этой крови, Его тела. Он умер на кресте за все грехи на всего человечества. Он умер, страдая на кресте. Он забрал все наши грехи, забрал все наши немощи, все наши болезни, забрал на крест. Он страдал. И Он был Бог и человеком. Он был 100% человеком, 100% Богом. И Он был чистый. Он потому что не был зачат. У Него не было земного Отца. У Него был Небесный Отец. И когда это произошло, когда Христос, Он умер, Ваня, стой здесь. Не бойся, ты не бойся. Знаете, то Христос, когда умер на кресте, то в храме завеса, она разорвалась. Потому что Он забрал весь грех наш, все наши немощи, все наши болезни. Грех всего мира Он забрал. И завеса в храме, она разорвалась. И вот спасение пришло. Да? Спасение пришло. Слава Богу. Спасибо большое. Тряпочки можете отдать Татьяне. Было одна, стало две. Потому что другого пути нет. Вот мы все так прошли. Вот вы сегодня здесь, вы золотая парочка, красивая и пуска. Мы все так пришли ко Христу. Потому что мы узнали, мы познали Его как? Мы познали Его. Вы сегодня слышали, и мы также, когда-то я услышал, что Он умер за меня, но Он не только умер. Если бы Он умер, во многих религиях умерли. Конфуций умер, Будда умер, Мохаммед умер. Но здесь один огромный есть вот этот плюс. Это жизнь Иисуса Христа. Он воскрес. Он не остался там в гробу, Он не умер. Он воскрес. И поэтому вам сегодня надо будет сделать, вот для начала собрания, вам нужно будет сделать выбор. Мы все сделали выбор, как кто-то 23 года тому, кто-то 30 лет тому назад, кто-то 5 лет тому назад, кто-то год тому назад. Мы выбрали, за кем мы будем следовать. Наш выбор. Потому что Иисус Христос, Он пришел и стучался в наше сердце, каждому стучался в наше сердце. И если мы откроем Его сердце, то Он войдет и будет жить там, вечерять. И Он хочет это делать. И для этого что нам нужно делать? Писание Римлянам 10 главе, 9-10 стихе, там говорится о том, что если мы веруем, что Иисус умер, вы же веруете, что Иисус умер, да? За вас веруете? И веруете, что Он воскрес,
то Писание говорит Римлянам в 10 главе, 9-10 стихе, что мы должны исповедовать, мы должны сказать, и мы каждый из нас это делал. Каждый из нас мы исповедовали в своих грехах и признали Его своим Спасителем и Господом. И поэтому мы предлагаем вас сегодня, у вас чудесный день, вы можете выйти сюда и прочитать молитву покаяния. Если это откликается в вашем сердце, принять его в сердце, и ваша жизнь, она начнет меняться, и Бог будет прикасаться к вам, и Он хочет действовать через вашу жизнь, обращаясь к своим родным, близким, своим друзьям, знакомым. Вы веруете, что Иисус Христос умер? Веруете? Вы верите, что Он живой? Тогда вам нужно просто выйти и исповедовать Его как своим Спасителем, принять, как мы это делали. Если вы хотите, то, пожалуйста, вы можете выйти сюда. Кто-то еще, если кто-то, может, еще есть. Или кто-то хочет, может, обновить покаяние или покаяться. Аллилуйя. Вы стойте ко мне лицом. И тогда мы сделаем так, мы просто это делайте от сердца, потому что Бога не видно, Его никто не видел. Он здесь, своим духом. Он здесь, и вам нужно исповедовать. Исповедовать, это значит повторять. Я буду говорить молитву покаяния, а вы говорите это от всего сердца. Когда закроем глаза, и нам помогут братья и сестры здесь. Хорошо? Давайте закроем глаза и скажем так. Отец Небесный, я прихожу к Тебе со всеми своими грехами, плохими мыслями, поступками. И прошу Тебя, омой меня, очисти меня кровью Иисуса Христа, Сына Твоего. Я исповедую Иисуса Христа своим Спасителем и Господином. И буду следовать за Тобой до окончания этого мира. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Поздравляю. Как вас зовут? Игорь. Очень приятно тебя. Татьяна, очень приятно. Бог имеет для вас чудесный, прекрасный. Бог имеет добрые намерения для вас, Он имеет добрые намерения. У вас есть чудесный будущее, чудесный план от Бога. Вот теперь посмотрите, видите, вот это вот, повернитесь, посмотрите, вот у вас сколько братьев и сестер, они тоже. Давайте воздадим славу Господу. Вот наши пастора, скажет Леонела Евгеньевна. Слава Богу. И у нас есть там будут подарочки в конце собрания. Хорошо, не убегайте, мы обязательно к вам подойдут сестры, подарочки вам дадут. Хорошо? Можете садиться и слушать Бога. Бог что-то в дальнейшем еще хочет иметь для вас чудесное и прекрасное. Аллилуйя. Моя проповедь сегодня называется «Начальное Слово Божье». Да? Начальное Слово Божье, а потом исцеление. Бог хочет что-то делать чудесное, прекрасное. Понимаете? Чудесное, прекрасное. Он хочет. Он имеет, Он может исцелить любую болезнь. Любую болезнь может исцелить. Он может все, кроме греха. Все, кроме греха. Он все может. Такой чудесный Бог. Нам нужно просто принять это слово. Я хочу, чтобы вы просто принимали, открыли свое сердце и просто приняли это слово. Приняли это слово. Аллилуйя. И я бы хотел начать
с Иоанна, от Иоанна 1 главы и прочитать. Вначале было Слово. Слышите? Вначале было Слово. Не слово жизни церковь. Понимаете, да? Вначале было Слово. Не Адам и Ева вначале были. Вначале было Слово. И Слово было у кого? У Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. Все через Него, понимаете? Все. Все. И 14 стих читаем здесь же, в этой главе. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вот это Слово, вот почему Иисус, Он называется Словом. Иисус есть Слово. Знаете, да? Иисус есть Слово. Аллилуйя. Оно стало плотью. Оно стало, если вы сегодня получите Слово, это воплотится в вашу жизнь. Болезни отступят, получите свободу. У вас будет прорыв, только вы сегодня слушайте Его. Не человека, Его слушайте. Человек может ошибаться всегда. Но если вы услышите Его Слово, которое сказано через Его Библию, тогда это Слово, ухватитесь за это Слово, и это Слово исцелит вас. Исцелит по-любому. Аллилуйя. Бог хочет этого так сильно. Вы должны ожидать это. От Господа ожидать. Давайте мы прочитаем местописание у нас. Там следующее какое местописание? Псалтырь. Псалтырь 137. Мне очень нравится это местописание, 137 и 2 стих. «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим, славлю имя Твое, за милость Твою, за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Вы представляете, Он Слово Свое поставил превыше всякого имени. У Него столько много имен, да. Яхве, Адонай. Это один Бог, это не много богов. Это один Бог, у Него просто были имена. Иегова Ир, да, Господь смотрит. Иегова Шалом, да, мир. Иегова Саваоф. У Него много имен. Но Он говорит, Он превыше, Его Слово превыше имени. У вас, вот давайте посмотрим, вот я смотрю на себя, анализирую. Ваше Слово превыше вашего имени. Кто-нибудь может сказать, я знаю Мартина, у него слово камень. Если он сказал, он исполнил. Я знаю этого начальника, Иван Петрович, у него если он сказал, он отпустит в отпуск. Если он сказал, он даст премию, потому что у него слово. Если он даст, он поможет. Слово его превыше имени должно идти. Наше слово должно превыше. Он поэтому поставил свое слово, оно настолько авторитетное, превыше своего имени. Дальше у нас какое местописание? Луки, да, начнем тогда эту историю. Луки, откроем 7 главу. Луки 7 глава и начнем. Луки 7 глава и прочитаем пока с 1 по 5. Когда он окончил все слова свои, слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин, просить его, чтобы пришел исцелить слугу его.
И они, придя к Иисусу, попросили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Смотрите, он дорожит этими людьми, да? Он говорит, он достоин твоего посещения. Мы должны быть достойны его посещения. Чтобы он посетил наше сердце, наши дома. Чтобы он посетил нас, чтобы он был там. И смотрите, он не за себя беспокоится, это сотник, он военный, он занимал чин, он офицер высшего ранга, сотник. И он заботится о слугах своих. Вы где-нибудь слышали, здесь есть такие начальники, которые заботятся о своих слугах? У нас в России особенно этого маловато, к сожалению. Чтобы начальник... Есть такие единицы, слава Богу, есть такие. Но особенно высокого ранга чиновники, они чем выше, тем меньше заботятся. Более нищие чиновники более-менее заботятся, куда-то ходят, что-то пытаются сделать. Вот. Мы очень зависимы друг от друга, очень. Понимаете, очень. Вот сегодня наглядно вот здесь показали, да, вот, прославители, слава Богу, наглядно. Они хотели еще дальше, но мы еле их остановили. Но они молодцы, слава Богу, вы супер. Вы молодцы просто. Это очень хороший пример. Мы очень зависимы друг от друга. Очень. Прежде от Бога, а потом друг с другом. Никогда не рвите. Если у вас есть добрые отношения с родными, с близкими, с родственниками, никогда не рвите эти отношения. С лидерами, с братьями, с сестрами здесь. Есть, не рвите эти отношения. Держитесь за это. Аминь. Мы нужны для друг друга. Это очень важно. 4 стих, вот здесь я хотел бы. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Он достоин. Вот в этом слове сокрыта судьба этого человека. Так охота, чтобы к нам также пришли люди и сказали, он достойный человек. Потому что он так живет, это его судьба, он живет так. Это его жизнь, это его хождение. И нам нужно уметь также не только строить свое достоинство, но строить достоинство и других, ближних своих, родных своих. Благородными, но мне нравятся благородные люди, очень нравятся. Потому что я сам, конечно, не был особо благородным. Пытался там что-то по-мирски быть благородным, кому-то, для кого-то, на какое-то время или даже на даже. Чтобы такая атмосфера была. У благородного человека такая атмосфера, что неохота уходить от этого человека. Вы встречали таких людей? Приходишь, ты просто сидишь, общаешься, и тебе неохота уходить. Потому что ты чувствуешь внутри, это благородный человек. Благородный человек настолько высокого. И он уважительно относился к слугам, как вы видите, и к старейшинам. Что мы сеем, то и мы пожинаем. Он как к слугам, так и к старейшинам относился. 5 стих и читаем. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Видите, как нам нужно любить народ. Прежде всего здесь народ Божий, друг друга мы должны любить. Если мы друг друга здесь не будем любить, то мы не сможем любить свою нацию, в которой стране мы живем. Вот этот русский, якутский, бурятский, татар и весь этот народ мы должны любить. Здесь написано, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Аллилуйя! Вот наше отношение такое должно быть. Мы должны любить, мы должны быть Божьими патриотами, слышать Бога прежде всего, не националистами, Божьими, Бога слышать. И поступать так, как Бог хочет. Не так, как говорит этот мир. Если мы любим этот народ, тогда мы будем мостом, понимаете, как мостик, по мостику
тебе ходит. У нас здесь брат Любомир был, он как мостик был, знаешь, у него еще имя такое, он евангельский христиан, ну Любомир. Он как мостик был между церквями, между братьями. Вот. И мы такими должны быть. Аллилуйя. И Бог хочет, Он хочет этот год, мы вчера тоже общались об этом на лидерском, и Бог, Он говорит, все время Он говорит, мое сердце, я не знаю, как Он все время говорит, ты хорошо шел, почему остановился? Бог говорит, Бог хочет вернуть, как Он вчера сказал через одного Божьего человека, Бог хочет вернуть, чтобы мы вернулись. К Нему вернулись. Он говорит, хорошо вы шли, почему вы остановились? Потому что стали жить по плоти, потому что остановились. А нужно по духу жить, чтобы не остановиться. Аллилуйя. Мы можем строить ячейки, не обязательно синагогу, храм какой-то строить, мы можем ячейку строить. Отношения, да, пасти одного человека, который спасся. И пасти просто этого человека, общаться с ним, да, пасти его, молиться за него, поддерживать с ним связь. Аллилуйя. 6 стих читаем. Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Аллилуйя. Иисус пошел туда, Он видит, что этот человек любит народ, потому что Иисус любит всех людей, и Он знает, насколько мы любим своих родных, близких, соседей, любим ли мы людей в этом городе. Бог все это видит. И поэтому Он настолько и посещает нас, насколько мы любим людей в этом городе, насколько мы открываем свое сердце, вот настолько Он будет нас посещать, нашу работу, настолько Он будет прикасаться к нам. Его атмосфера будет над нами. Аллилуйя. 7 стих. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Скажи только слово. Скажи только слово. Мы должны сегодня сидеть. Скажи только слово в мою ситуацию. У меня ситуация самая сложная, неразрешимая. Все рушится в отношении с мужем, женой, с детьми, в бизнесе, на работе. Везде. Кажется, все рушится. Но скажи только слово сегодня. Скажи только слово. И ситуация моя выздоровеет. Ситуация моя изменится. Болезнь, она уйдет. Здоровье, она придет. Благословение придет. Аллилуйя. Знаете, мне нравится, я иногда слушаю эту песню. Бывает, ее Андрей Кочкин поет, там он поет. Такие слова хорошие. Мне очень нравится это. Кто поет? Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, что я исцелен. Бог сказал, что я свободен, я. Есть победа у меня. Есть победа у тебя. Есть победа у тебя. Есть победа у вас. Есть победа у вас. Есть победа у тебя, сестра. В твою ситуацию есть победа. Есть победа в вашей жизни. Чьим словам только мы поверим? Чьим словам поверишь ты? Этому миру поверишь? Люди, что говорят вокруг, даже близкие могут говорить. Знаете, когда трудная ситуация, и близкие могут сказать: ой, да ты не такой, да ты сякой, да у тебя не получается. И нам не нужно поддаваться.
Кого я верю? Я верю или я этим? Мы часто верим, нам ничего нету плохого от специалистов, но чаще мы всегда бежим к специалистам. Мы советуемся, как я проповедовал, когда я в исцелении говорил, сразу, если еще голова заболела, таблетки, что-то заболело, таблетки сразу. Почему мы забыли Бога? У нас есть Бог. Вы, говорите, хорошо шли, почему остановились? Что вас остановило? Вы хорошо шли, надо вернуться. Как мы вчера об этом говорили, надо вернуться. И должно быть основание должно быть. Аллилуйя. 9 стих, читаем. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущим за ним народу: сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры. Нету такой, говорит, веры. Вот это вера. Скажи только слово и все. Он говорит, нет такой веры. Вот и он в Библии, в Писании, вы помните, это он отметил только 2, да? Это вот сотника и хананеянку он отметил. Аллилуйя. Давайте мы, дорогие, будем больше уповать на Бога. Больше уповать на Его Слово. Больше уповать на Его Слово. Это авторитет. Потому что Он свое Слово выше всякого своего имени поставил. Свое Слово. Слово это Иисус. 10 стих читаем. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшего. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Я так рад, что Бог, Он с нами. Если бы Бога не было, но что нам нужно? Нам не только просто Слово нужно, нам нужно верить в это Слово, да? Нам нужно верить в это Слово, держаться, потому что Римлянам 10 глава, 17 стих, там говорится, что откуда приходит наша вера. Мы читаем, откуда приходит наша вера. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, вера от слышания Слова Божьего, да? От слышания. Итак, вера от слышания. А слышание откуда? От Слова Божьего. Чем больше мы читаем, что из наших уст должно выходить? Горькая или сладкая вода? Да, у нас не должно 2 источника быть, у нас один источник. Только Бог. Его Слово — сотовый мед. Его Слово — это вода, живая вода. И нам нужно, чтобы из сердца, это наши уста говорили, из сердца. Не просто уста говорили, эти попугаи, понимаете? Но из сердца это выходило, с верой. Аллилуйя. В жизнь моей семьи, в жизнь братьев и сестер, в жизнь церкви, в жизнь этого города, в жизнь каждого человека. Может, ты в больших долгах сегодня сидишь, потому что, к большому сожалению, в церквях очень многие люди сидят в больших долгах. Огромные долги. Может, родные, близкие болеют, может, вы сами, может, у вас бизнес рушится. Вот скажи только слово, у нас бизнес тоже не тяжелым, ну не тяжелым, но в среднем таком состоянии. Нам тоже нужно слово. Правильно, Татьяна? Мы сейчас молимся, нам нужно слово, чтобы нам не уповать на эту фирму. Нам нужно слово, не уповать на эту фирму. Нам нужно слово. И мы ищем это слово, и Бог нам дает. Потому что там вообще печалька была, но что-то выпрямляется. Верно, Татьяна? Выпрямляется, когда мы молимся, когда мы ищем это слово, держимся за это слово и провозглашаем. Провозглашаем это слово, как сегодня пели, да, мощно. Как Дмитрий мы пели, Александрович, провозглашать слово. Громче. Да, Господь. Да, Господь, да, Господь, да, Господь. Молодец.
да, Господь. Да, Господь, я буду исцелен. Да, Господь, я буду освобожден. Да, Господь, я спасен. Да, Господь, мой бизнес поправится. Да, мое здоровье поправится. Да, Господь, потому что Ты Господь. Да, Господь. Только так. Потому что вера говорит, прежде чем увидит. Вера Божья говорит, прежде чем увидит. Очень легко, когда видишь и говорит, о, вот это мое. Но когда ты не видишь, оно невидимое становится явным твоим, ты провозглашаешь это. 2 Коринфянам 4:13. Открой, 2 Коринфянам 4:13. Там говорится так. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. И мы веруем, потому и говорим. Мы не просто говорим, лишь бы говорить, мы веруем в это, и поэтому мы говорим в эту жизнь. И я сел в эту машину и плачу. Только жизнь началась, только глаза открылись, семья, дети, плачь, и внутри такое поднимается. Скажи только слово, скажи только слово. И провозглашение пошло. Прямо. Машина наполнилась сразу присутствием Божьим. Я буду жить. Я буду прославлять Твое имя. Чьим словам поверишь ты? А я буду верить в Слово Господа. Потому что Бог меня спасет. Потому что Он меня исцелил. Потому что все в Его руках. Даже если я пойду туда, все в Его руках. Чтобы я был готов. Это важно очень. Слово – это фундамент всего. Знаете, вот когда я в Москву приехал учиться, и когда Москва только строилась, когда мы так проезжали так, на машине, с братом едем, я так смотрю и вижу котлованы, таких котлованов никогда не видел. Это вот как трубка мира, ну поменьше, конечно, трубка мира это вообще там, аж захватывает, так поджилки трясутся, подходят. Ну, все равно такая глубокая, я первый раз увидел. Такой котлован. И думаю, здесь будет вот Москва-Сити строиться, она уже начинала строиться. Только и вот котлован. И вот в нашей жизни должен быть вот так. Если мы что-то хотим строить в своей жизни, мы должны построить фундамент прежде всего. У нас должен быть фундамент. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Потому что там есть, нет, вот, не знаю, следующий, можно посмотреть? Нет, тогда, ну, когда я просто открою, зачитаю, значит, я просто не записал. Матвея 7 глава. Матвея 7 глава, и в конце мы прочитаем 24 и по 20. Там написано: «Итак, всякого, кто слушает слова мои, и не просто слушает, вот есть, да, кто слушает слова мои, и не просто слушает, но исполняет их, надо их исполнять, а не просто мы часто слушаем, аминь, аминь, говорим. Здорово, классно, но исполнять почему-то мы их не исполняем, часто очень. И кто исполняет их, уподоблю мужа благоразумного, который построил дом свой на камне. Камень это что? Иисус, Христос, камень. На камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Такой мы должны в жизни котлована углубиться, понимаете, углубиться в Писание, в Дух Божий, в молитве, в Слове, углубиться настолько глубоко просто. И потом на этом построить. Знаете, мы так хотим быстро что-нибудь красивое построить, и очень красивое что-то хотим быстро построить, и такую маленькую ямочку чуть-чуть вырыли и строим. И потом еще думаем, о, что-то мало денег, надо еще настройки делать. А о фундаменте мы не думаем. И давай настройки делать, деньги зарабатывать. А потом этот фундамент не выдержит, и падает. Таких ситуаций очень много было. В Москве рассказывали. Так бизнес строили,
и они даже не знали, что этот фундамент не вынесет дальше этих этажей. А люди строили только чтобы деньги заработать. И дома их разрушились, и бизнес их разрушился. И вот теперь мы можем то местописание, которое не местописание, а там что? Бог дает через свое слово, чтобы справляться с прошлым. Вот прошлое очень давит, да, очень многих давит прошлое. Когда общаешься с людьми, и прошлое настолько давит. А Божье слово, оно дает справляться с прошлым. Обеспечивать будущее. И, конечно же, управлять настоящим. Всегда. Всегда так. Слово Божие всегда дает. Мы можем, конечно, советоваться, мы должны советоваться со специалистами, но прежде всего мы должны бежать к Богу. Аллилуйя. И самая большая потребность человека – это духовная потребность. Мы будем заканчивать сейчас, потому что у нас еще есть вечеря. Вечерю будем делать еще мы, и еще будем молиться, помолимся. Матвея 4:4 давайте откроем. Просто было что-то сказать, но я думаю, Бог хочет, чтобы вот так было сказано сегодня. Знаешь, без всяких вот этих обид, без всяких вот этих ситуаций, чтобы в моем сердце был мир, радость, любовь. Потому что Бог хочет в следующий раз сказать вам еще больше и больше. Самая большая потребность человека – это духовная потребность. Помните сатана, когда он был в пустыне, сатана пришел, его искушал, он кушать хотел, он 40 дней постился, да? Ничего не ел, ничего не пил. 40 дней. И сатана пришел и говорит, вот эти, ты же Бог, эти камни. Вот эти камни сделаешь хлебами. И что Бог ему ответил? Чудесным образом. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Вот это прежде всего духовное должно быть. И поэтому, дорогие мои, я не понимаю, если вот кто-то приходит на консультацию, я спрашиваю, ты... И у него проблема. И когда он меня спрашивает, ты читал сегодня Библию? Нет. А что? Времени нету. Почему нету? Утром есть время покушать? Есть. Покраситься есть время? Есть. Зубы почистить есть время? Есть. А для царя царей 5 минут нету. 10 минут 5 хотя бы уделить. Нету. Почитать Библию, вот потому что и проблема. Когда я читал последний раз слово? Времени нету. В такое, а это вот здесь написано, самое важное, что не хлебом, мы зарабатывание. Быстро туда побежал, поработал, быстро сюда прибежал, поработал. Там и что-то смотрим, все равно ничего-то не становимся ни миллионерами, ни миллиардерами. Бегаем. Суета-сует, томление духа. Аллилуйя. И поэтому Бог, Он говорит, скажи только слово, скажи. Потому что у этого Слова Божьего есть власть. Прямо сейчас можно, Дима, мы будем петь эту песню, и просто вы поднимите руки, у кого есть какие-то болезни, мы просто будем провозглашать сюда, или кто-то рядом будет стоять, возлагайте руки, не бойтесь, потому что вы дары Божьи, Бог течет через вас, можете возложить руки на этого человека, на больное место, можете сказать им, и сила Божья просто прикоснется к вам сегодня и исцелит вас. Прямо сейчас. Господь, потому что давайте поднимемся, и когда будем мы петь, и вы, Мария,
Те, у кого есть больные места, поднимите руки, и к вам подойдут люди и будут молиться, потому что в Божьем воле Божьей есть Господь, в Слове Божьем есть Господь, сила Божья, помазание Божье, власть исцелит любую болезнь, любую. Он всех исцелял, всех преобразовывал, изменял их жизни. Господь, Слово Божье только может. Аллилуйя. Достаточно сказать, Господь, скажи только Слово, Господь, скажи только Слово. И этот человек подойдет к вам и помолится, и скажет в точности вам это Слово, и вы исцелитесь, просто принимайте. Это не сказки, это Слово Божье, которое Он поставил превыше всякого имени. Он поставил превыше всякого имени. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Если в вашей жизни прямо сейчас есть боли, вы поднимите руки, люди, которые рядом, вы подойдите, помолитесь, не стесняйтесь, помолитесь, подойдите за этих людей, помолитесь. Господь, во имя Иисуса Христа, аллилуйя, Бог хочет исцелить, прямо сейчас есть сила. Давайте мы будем прославлять Его, Господь. Во имя Иисуса, аллилуйя, будет происходить чудесное исцеление в душах ваших. Если есть что-то высказаться, также у нас есть, Господь, у нас также будет час вечеря, потому что мы должны будем к вечере подойти так вперед. Если кому-то есть исповедоваться, вы можете прямо сейчас подойти к лидеру и исповедоваться. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса. Потому что Бог, Он исцеляет также через вечерю. Он исцеляет через вечерю. Господь, во имя Иисуса. Он будет продолжать делать это слово. Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы писали в этом группе, там вы были готовы к этому, потому что это, знаете,
мы сегодня вот показывали, как через это очень серьезное отношение к этому должно быть. Очень серьезное. Это отношение твое с Богом. Когда у меня есть отношения с женой, я ничего не могу скрывать. Понимаете? Ничего. Когда она смотрит в мои глаза и задает мне вопросы, я должен ей отвечать не шутками какими-то прибавками. Смотря в ее красивые глаза, я отвечаю с ней ясно, четко и правдиво. А с Богом это вообще. С Богом это невозможно. Бога невозможно обмануть. Мы можем его обмануть на 1 минуту, на 3, как будто бы как будто мы спрятались за какой-то жизнь. И поэтому вечеря Господня – это очень серьезный подход к этому. Если у кого-то есть прямо сейчас, вы можете подойти к пасторам или к лидерам своим, кого вы доверяете, к лидерам, можете подойти и исповедоваться. Нам нужно исповедоваться, потому что Писание говорит, исповедоваться в этих грехах. То, что мы сотворили, о чем мы думаем, у нас есть грязные мысли, неправильные слова в отношении этого среди братьев, сестер, церквей, в семьях, с детьми. Поэтому нам нужно очень серьезно относиться. То, что мы говорим, мы должны верить словам Господа. То, что Бог говорит, Он утешает. И Он прямо сейчас говорит: Господь, во имя вы играете. Аллилуйя, Господи, благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Аллилуйя, Он человеколюбивый, Он щедрый, Он долготерпеливый, многомилостивый. Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. И поэтому мы хотим, мы как всегда увещеваем, как священники, как пастора, как Господь, который ведут стадо Божье, увещеваем вас серьезно подходить к вечере Господню достойно, потому что это Его Писание говорит, я сейчас зачитаю, вы пока думаете, размышляете, просто не ходите, остановитесь, просто размышляйте об этом. Заглядывайте, исследуйте свое сердце. Писание говорит, исследуйте свое сердце. Верили ли вы, Господь? В Матвея 26 главе говорится, в 26 стихе, и когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал: примите и едите, сие есть тело мое. О чем мы сегодня вы слышали, да? Он на кресте, его тело было ломимо за нас было ломимо. Нас должны были казнить так, за наши грехи и преступления. Но Он взял, вобрал все это. Он сделал этот неравноценный обмен с нами на кресте. И взяв чашу и поблагодарив, подал им и сказал: пейте из нее, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемых во оставление грехов. То, что Он сделал на кресте, пролил свою святую кровь. И мы не должны попирать это. Мы должны достойно поступать. Мы должны расти все выше и выше духовно. Аллилуйя. И прямо сейчас, когда, если у кого-то, я еще раз повторяюсь, если у кого-то есть на сердце исповедоваться, можете подойти к лидерам, к брату или какому пасторам и исповедоваться. Лучше это самый лучший выход. Аллилуйя. Чтобы потом не были какие-то последствия. Или лучше не принимать, лучше оставить на потом. Аллилуйя. И тогда мы могли бы, когда сейчас будут еще продолжать прославлять, вы могли бы по порядку. Давайте вот так, с того конца. Не так все вместе, а вот с того конца будем ходить и выходить. Есть брать по порядку и выходить вон туда, на свои места. Вы в последнюю очередь тогда стойте. Есть